Каждый год перед Мархаш в Ингушетии особенно оживленно. Много людей, много машин. Гостеприимные хозяйки накрывают пышные столы. В меню для гостей должно быть все самое вкусное и необычное. Поэтому именно в этот период покупатели активны как никогда. Некоторые предприниматели используют большой спрос на товары и искусственно завышают цены. Комиссия провела проверки в самых популярных магазинах Назрановского района. В социальных сетях жители писали о том, что, к примеру, цена на курицу взлетела почти в 2 раза. И сегодня эта птица стоит 800, а то и 900 рублей. По факту информация не подтвердилась. 420 рублей. Раздел кашхолтов 430 наез. Камах аттиха хамдахцу. ما خصوصا ثاني نخ رياض بحث حنت زيو بحنش تخوق مولاد تصو بحنش حلغر ناخ بحن ده أول يجد تطعن فهم دوز دم شن سجوا مخ اتيها بس حتى يتجدد خزينس طبعا كلبسا مخ اتيها بكلبسا بالمني إذا покасос дятсу наха низгху базиция. Если представители Минпромсвязи контролируют ценовую политику, то у Роспотребнадзора совсем иная миссия. Начальник отдела санитарного надзора Карина Ганиева проверяет сроки годности, соблюдение правил товарного соседства, наличие ценников и маркировок. Первым делом мы смотрим, конечно, молочную продукцию. Вот данное молоко, например, у него срок идет до 3 апреля. И сегодня до конца рабочего дня данную продукцию нужно будет снять. Вот. По маркировке. Маркировка полная имеется, а на момент проведения проверки здесь не указаны цены. Вот этот момент есть. После выявления подобных нарушений Роспотребнадзор выносит предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А хозяева магазина, в свою очередь, должны разместить ценники. Покупатели этого магазина делятся, что скачка цен не заметили. Да, отцвешь. Вешкетики бодря, алхамда, чьи гулжи кучер. Мягкий, один дат, кача, кумча, фокут царя. Чахна яр, бат панёр, чхают жихер. Мосах чади. Сараху дук адам хук, штейна чуах. А вот ты мотивач. Далее на очереди у проверяющих гипермаркет. Сотрудники Минпромсвязи сверяют цены по своему списку, в котором указаны самые популярные позиции: мука, сахар, мясо птицы, говядина, овощи, фрукты и колбасные изделия. 600 рублей у нас есть факты. Но в среднем весе, если 2,5 килограмма, я думаю, это приемлемая цена на фоне того, что у нас сейчас происходит. Происходит именно с ценовой политикой. Ну а так, если сравнивать с прошлым годом, конечно, это дороже. Соответственно, с подорожанием мясной продукции, я думаю, вся остальная продукция на этой лавке тоже имеет значительные изменения. Ну, наш мониторинг показал, что изменения у нас связаны не только в регионе, а изменения у нас коснулись самого производителя и по пути транспортировки. Если в одном магазине дешевле мяса, то в другом выгоднее покупать, к примеру, соки и фрукты. Цены разнятся в зависимости от закупочной стоимости и добросовестности предпринимателя. Директор магазина Ислам Хутиев уверяет, что старается удерживать цены и уверен, что завышать стоимость товаров в священный месяц верующим не подобает. В конце уже дина диса акции доступно. Следующая локация на перекрестке Икажева. Визит у нас сегодня будем проводить мониторинг цен. Ваш магазин не остался в стороне, поэтому будет небольшой опрос для населения, чтобы люди понимали, где можно приобретать товары. Именно в преддверии, я думаю, праздник это очень важно. И в этом магазине покупатели значительного роста цен не наблюдает. Цена, ассортимент и качество товара вопросов у проверяющих не вызвали. Постоянно клиент вызвался. Я обслуживание дикие обслуживаю. Хоть нормально, хоть такие, алхамдулillah. В ходе рейдовых мероприятий как таковых просроченных товаров нами не выявлены. Маркировка в основном на всю продукцию имеется. Ценники частично, да, бывало такое, что в некоторых торговых объектах ценники отсутствовали на кое-какие товары, но в целом цены установлены и ценники имеются.
на каждой пищевой продукции. Увеличение спроса привело к некоторому росту цен. Но у покупателей еще есть время до праздников, чтобы выбрать магазины, где они не так ощутимы. Зарема Ивлоева, Султан Булгучев, Новости 24. Не идти по пути навязанной ложной идеологии призывают молодежь. Профилактическая беседа прошла в Северокавказском топливно-энергетическом колледже. Завершилась дискуссия викториной.